Ассаламу алейкум. Витаю вас, друзья. Итак, сегодня 25 августа 2023 года, 20 часов по Берлину, 21 час по городу Джохару, бывший Грозный. Я вас всех приветствую, друзья. Мы вещаем на канале YouTube Reality и на канале TikTok Аслан Арцуев. Друзья, пишите комментарии, ставьте лайки и распространяйте ссылку на наш стрим. Так, я вам всем рад. Довели Эдам, валейкум ассалам. Маштовер, приветствую вас, друзья. Приветствую. Итак, начиная наш стрим, как обычно, я бы хотел рассказать о потерях оккупантов на русско-украинской войне. 470 оккупантов уничтожено за прошедшие сутки, 3 танка, 10 боевых бронированных машин, 28 артиллерийских систем, 1 РСЗО, 1 антиаэркрафт, 12 БПЛА, 3 крылатые ракеты сбиты, 17 автомобильной техники и 1 спецтехника. С чем я вас всех и поздравляю. Слава ЗСУ, слава Украине, друзья. Итак, друзья, пока мы тут все опять снова собираемся, пока хотелось бы рассказать о том, что Украина, ну или неизвестно кто, наносит удары по фашистской России. В Крыму опять нанесен удар. Также в Подмосковье снова самолеты не летают. В Домодедово и Внуково, по-моему, аэропортах отменили снова рейсы, отложили рейсы. Снова летают дроны. В Крыму 42 одновременно дрона прилетело, сообщают русские оккупанты. Ну вот, ситуация как бы усугубляется для русских. Они, наверное, рассчитывали, что им можно убивать, им можно бомбить чужую страну, а по ним прилетать не будет. Но все оказалось не так, как они планировали. Не так, как они рассчитывали. Алейкум войнах, Аслан. Я вас всех, друзья, приветствую. Машдоваль. По всей видимости, удары наносятся специально, проверяется ПВО фашистское. И, как когда-то говорил фашист Рогозин, военный преступник, соучастник геноцида чеченского народа, Дмитрий Рогозин, что западные страны НАТО могут одновременно нанести 16 тысяч залп из 16 тысяч томагавков, ракет по фашистам. Он лет 10, наверное, 15 лет назад рассказывал. Видимо, готовится вот к такому сокрушительному удару, потому что Россия отступать не собирается, она собирается продолжать в том же духе. И сейчас потихонечку дроны как бы прощупывают ПВО фашистское, и, скорее всего, будет сокрушительный удар. Может быть, в этом году, может быть, в следующем году, может быть, это произойдет через 2 года. Но то, что сокрушительный удар будет и Россия потерпит поражение, военное поражение, в этом нет ни малейшего сомнения с первых дней начала этой войны. Ва алейкум ассалам, Муса. Так,
Далее. По поводу Пригожина, как мы все знаем, террорист Пригожин уничтожен вместе с одиозным другим террористом, с другими террористами Уткиным. Улетели в небо, на зимовку, на концерт Кобзона улетели утки. И все, их больше нет. Есть сомнения, что реально уничтожены ли эти террористы или это снова инсценировка, как обычно любят это делать русские фашисты, но из КГБ. Но, по всей видимости, все-таки я считаю, что все-таки больше они уничтожены. Именно потому, что кроме военной ценности, именно вот в этой садистской, убийственной ценности, больше другой ценности эти ублюдки из себя не представляли. Без их медийности, без их известности, когда-то вот завоеванная медийность, благодаря многих часов эфиров на всех основных каналах, там миллиарды долларов под них выделялись и так далее. Поэтому спрятать их не имеет ровным счетом никакой ценности. Это люди, которые их бизнес это убийство, это смерть. Поэтому прятать их нет никакого смысла, нет такой ценности. Это не Путин, это не Патрушев, это не Сечин, Шойгу или кто-нибудь другой. Это обычные исполнители, которые, если их еще так бережно относиться к исполнителям, менять их имена, там, менять их лица там, и так далее, делать им пластические операции, то, на мой взгляд, я могу, конечно же, ошибаться, но на мой взгляд, ровным счетом, какая ценность от них, если их еще прятать, если их защищать, там, что-то с ними еще делать. Поэтому я думаю, конечно же, они уничтожены, их никто не спрятал. Кто их уничтожил, я буду придерживаться линии, которую заявляют все. Это Путин. Считаю, что это Путин. Конечно, там могут точно так же, что и реально он не уничтожен, может быть, реально спрятали, может быть, там и так далее. Но и Уткина, и Пригожина вместе, может быть, не уничтожали бы. Процент мы оставляем, так как ДНК-экспертиза, которую сделают русские террористы, она ровным счетом для нас ровным счетом никакой ценности не представляет, потому что они могут солгать, как обычно они это делают. Поэтому кто уничтожил и уничтожил ли их на самом деле, все равно какой-то процент мы оставляем. Но по большей части, я считаю, да, уничтожили. И да, я буду придерживаться, по крайней мере, пока буду придерживаться версии того, что да, это сделали террористы Путин и его мафия. Может быть, внутри как-то они что-то там делили, деньги большие, там все такое. Может быть, еще что-то. Ситуация очень тяжелая для фашистской России, поэтому слабые звенья будут там все чаще и чаще проявляться. Помните, я писал текст и озвучивал этот текст о том, что, скорее всего, Лукашенко вместе с Пригожиным снова якобы могут пойти на Москву, что Путину другого выбора нет, придется спрятаться, и вагнеровцы там будут прикрывать Лукашенко, вероятно, даже Лукашенко станет руководителем союзного государства, а может быть и не Лукашенко, а Пригожин стал бы руководителем. Я сейчас уже додумываю ту свою версию.
Сейчас эта версия на корню просто закрывается. И вот как-то так. И эта версия, она могла быть и в том числе, если она реально находила бы подтверждение, эта версия, то она вот представляла угрозу лично для Путина, это, в том числе эта версия. Ну, как-то так. Чапаев, ты настойчиво спрашиваешь, ты кто такой задавать мне настойчиво вопросы и интересоваться какими-то. Я не отвечаю на личные вопросы, особенно когда не желаю отвечать ни на какие вопросы. И вообще у меня нет родственников, я уже много раз говорил, никаких, ни близких, ни дальних, ни очень дальних, никаких родственников у меня не существует. Я, знаешь, как звездный мальчик, свалился с небес. Так, ва алейкум ассалам, Тамерлан, Шамиль, Шавега Машур, Самур. Всех, друзья, вновь вошедших, я вас всех витаю, приветствую, ва алейкум ассалам. А сами они не могли инсценировать свою смерть, сами, чтоб все от них отцепились. Бавовнятка, добрый вечер. Конечно, могли, это тоже не исключено, конечно, могли, но давайте придадимся логике. Люди, которые известны на весь мир, кому они нужны? И тем более это не независимые люди. Путин, ну и Путин, говори, не говори, мы и так прекрасно знали, отлично мы знали, что Пригожин это не самостоятельная фигура, так же как и Кадыров, это абсолютно управляемая пешка Пригожин, вот и все. И кто им даст скрыться? Вот так, если никого не спрашивая, решил сбежать. Кто тебе даст? Самое трудное время, но это измена, это предательство. Бежать пробовать. И куда, самое главное, в Африку. Там стукач на стукаче, вот в этом ЧВК Вагнер, у них там стукач на стукаче сидят на ФСБ. Через один на ГРУ работает, другой на ФСБ работает. У них все так там. Веры, доверия у них абсолютно никакого нет. Так, Арестович со своим бойфрендом Фейкиным поругались, говорит аферист Шулер. Ну, не знаю, бойфренд нет, но это очень хороший сигнал. Я очень резко отзывался о Арестовиче, потому что подозревал его в связях с российскими спецслужбами. Потому что никакого толка, кроме личного обогащения, вот эти их стримы не делали. И Фейкин, и Арестович ничего ровным счетом не добились для того, чтобы, имея такую большую аудиторию, чтобы как-то раскачать ситуацию в фашистской России. Абсолютно никакого. Наоборот, какие-то утечки информации, ну, ни о чем просто сидят. Мы типа якобы успокаиваем украинское население. Зачем его успокаивать? Украинское население нужно было мобилизовать, а не успокаивать. И вообще я не знаю серьезных людей в Украине, которые уважительно или серьезно или уважительно как-то относятся к Фейкину, и к Фейкину, и к Арестовичу. Поэтому я очень нелестно отзывался и подозревал его, и потому что в Украине очень много агентуры действующей. До сих пор я в этом не сомневаюсь, есть. Но сейчас, когда они отстранились, говорят, из-за денег поругались, там кто-то там говорит, что они не поделили что-то. Ну, может быть и так, потому что у этих людей деньги на первом месте. Никакая идея ими не движет, только деньги. Но если же это так, ну, никакой чести не делает. Но если же это не из-за денег, а просто Арестович отстраняется от уже абсолютно токсичного Фейкина, которого, скорее всего, скоро возьмут за жабры и привлекут к ответственности, так как он является, на мой взгляд, является агентом, действующим от ГРУ или Патрушевским, или ФСБшным, неважно,
который действует, как и Гудков, как и все, и же с ними, и Милов, и Кац, и другие товарищи, которых просто пруд пруди на русскоязычном интернет-пространстве. Я надеюсь, что эти люди будут привлечены к ответственности. И это первым сигналом может быть, что Арестович, понимая, ему сказали, слышь ты, или ты, ну, все оставляешь его, и так, ну, может быть, связано с деньгами. Будем смотреть, будем наблюдать. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Ты работаешь, Асан? Конечно, Алекс Лорд. В данный момент именно этим как раз и занимаюсь. Как жизнь молодая, дом, семья, родные, здоровье, брат. Все хорошо, Ичкерия, Берлин. Все хорошо. Дал Бухастам. Ассаламу алейкум вараматуллахи баракату. Ва алейкум ассалам. Еруюм истаюн. Я не умею читать по-турецки, по-азербайджански, наверное. Свободу Ичкерии, вечно Джахар. Амин. Так, через 5 минут прям все СМИ знали, что там был Пригожин. И Россия 24, и Лайф. Да, это тоже, конечно же, есть, но это, знаешь, может быть связано и с другим. Я не буду сейчас пока озвучивать. Ну, все узнаете. Так, салам алейкум, приветствую вас, чат, справедливый человек, алейкум салам, Арсен, всех я вас, друзья, приветствую. Пригожиным, черт с ним, Путин еще жив. Конечно, таких Пригожиных, ну, может, конечно, не так много у него, но, поверьте, достаточно вот этих марионеток, которыми можно будет управлять. Много странностей его смерти, на постановку смахивает. Главное, телефон целый, говорят, а тело не узнать. Ну, говорят. Пока только говорят. Интересно замечание вот аферист Шулер делает, то что сразу это стало известно, что вот он там был Пригожин и так далее. Ну, может, ожидали, может, резко нам сказали. Посмотрим. Так, Арестович, балабол, бла-бла, и толку ноль. Фейгин так, тоже такой же. Не просто Фейкин, балабол, не просто Фейкин. Знаете, если вы становитесь предателем, как, например, возьмем того же Скрипаля, который перешел на сторону Англии и там сливал информацию, как нам сообщают. Или же возьмем того же Литвиненко. Их убивают, не жалея никакие средства, используя очень дорогой радиоактивный полоний в одном случае, в другом случае используя новичок и так далее. А вот этих людей, Гудкова, Милова, Илларионова, ну, допустим, Илларионов, он не из военных, а эти, ну, не из силовиков, Фейкина, а их почему-то никто не трогает. Вот очень странно, очень странно. Сегодня так, НАТО в Ичкерию, НАТО на Кавказ. Совершенно верно. Все-таки, я думаю, Пригожин хороший, близкий друг для Путина. Путин все-таки сделал Пригожина таким, какой он есть. Он был пиар-лицом ФСБшной компании «Вагнер», и устранить Путин никак его не мог. Но это твое мнение, ты имеешь на него право. Сегодня мы свидетелями становимся, что творится матушка Русня, как сказал наш герой Джахар Дудаев. Если они не помнятся, будут гореть города. Совершенно верно, Адам, совершенно верно. Уже горят, уже горят. Не так, как горели наши города, но я вас уверяю, что это просто так не закончится. Это просто так не закончится. Каждый день в Украину поступает современнейшее, мощнейшее, лучшее оружие. Кстати говоря, очень хороший сигнал поступает и от
коррупционной, антикоррупционной деятельности Украины. Поговаривают, что министр, трудно мне его назвать, обороны во время воюющей Украины. Я презираю таких людей. И у меня к ним отвращение, как во время войны у коррупционеров, особенно если это министр обороны. Но я хуже, чем отношусь чем к оккупантам к ним хуже отношусь. Так вот, министр обороны, так называемый министр обороны Резников, скорее всего, слетит со своего поста. Я очень надеюсь, что если он замешан в этих всех махинациях, коррупционных схемах, он сядет в тюрьму. На очень долго, я надеюсь. Это самое неприятное, что может быть, когда человек отдает самое ценное, что у него есть, свою жизнь и здоровье в окопах, а человек, который должен просто не спать ночами, обеспечивать его всем, так как он сидит в безопасности, а этот человек жертвует всем, что у него имеется, и жизнью, и здоровьем, и частями тела, и всем остальным, а эти люди обогащаются на этом. Он должен бегать вокруг этого солдата днем и ночью, там лично сам носить ему и кашу, и еду, и патроны подавать. А он нет, занимается воровством. Поэтому очень надеюсь, нам еще покруче замену Резникова готовят. Ой, не дай бог, Хорзан, не дай бог, не дай бог. Я не думаю, что хуже Резникова, то, что творил Резников, ну просто откровенно просто крали бабки. Там около миллиарда долларов в самом начале просто вывели. Нет ответа вообще на вопрос. Одно дело, это тоже очень страшно, никак это не оправдывается. Одно дело там, сегодня буквально я смотрел, обсуждалось, там стоит там бушлат или китель или куртка, которая там на военного, она стоит там 29-30 долларов, а тут она уже в Украине, она стоит уже 70-80 или там сколько-то, ну я условно говоря, в 2-3 раза вырастает цена. Это еще, ну понятно, грабят, воруют, это все, это преступление. Ну, во время военного времени, ну это просто высшая мера просто. До пожизненного лишения свободы просто. Смертной казни в Украине нет, кажется. Слава богу, что нет. Но просто вот вначале взяли миллиард долларов просто на офшоры. Вот, американцы задают вопрос, ну куда делся миллиард долларов? Представьте, не миллион долларов, не 2, не 10, не 100 в конце концов, ну 100, ну миллиард, просто это, ну как это? Это как? Ну это только вражеская диверсия может так быть. Ну все. А вдруг американцы больше не дали бы? Просто вот сказали бы, да пошли вы к чертовой матери. Мы тут Польшу укрепим, мы страны Балтии укрепим, мы тут там другие страны укрепим, оставляем Украину один на один. Пока лет 10 украинцы будут там партизанить, сопротивляться, потихоньку на спад будет идти сопротивление, выстоять даже если не смогут полностью. Мы будем укреплять свою Евросоюз и оставили бы. Допустим, я говорю, не дай бог, конечно. Но это же фактически измена. Вот как-то так. Просто миллиард вывели. Миллиард долларов. Миллиард. 36 миллиардов гривен, по-моему. Так. Так. НАТО будет помогать деньгами, оружием. Нам еще поговорить. Так. Есть такое животное, верещук. Так вот, вроде бы ее на поток посадить. Ну, я не знаю, что делать с этим, ребят. Это, конечно, разбираться в Украине, но у нас тоже эта беда есть, была. И наше сопротивление, друзья, знаете, как наши бойцы называют тех, кто занимался коррупцией во время войны. Их у нас называют, если на русский перевести, евшие руки и ноги. Вот чтобы вывести человека раненого, блокпост проехать, нужно было 100 долларов в среднем где-то заплатить, чтобы там русские не смотрели в машину, не проверяли документы и так далее. Просто даешь 100 долларов, тебя пропускают. Так вот, этих 100 долларов не было. А здесь люди, здесь в Европе, в том числе сейчас очень медийно у вас в Украине светятся люди, миллионами долларов, миллион долларов за раз могли спереть.
А это, ну, и вот таких людей у нас называют а, а нам приходилось, нашим бойцам приходилось отрезать руки, ноги, потому что лечения не было, и чтобы не начиналась гангрена, отрезали руки, ноги. Люди сейчас без рук, без ног. Просто из-за того, что не смогли вывести, не смогли там ему нужное лекарство доставить. В Украине, конечно, дела намного, в 1000 раз легче, конечно, дела. Но это как бы не освобождает, правильно, от ответственности этих людей. Так, Зеленский избранный президент, но его кабинет никто не избирал, а значит Зеленский, поэтому он должен сам выгонять казнокрадов и других воров. Вот в том-то и дело, почему до сих пор он этого не делает. Вот вопрос. Надо нам сотрудничать с Америкой и Эмиратами, говорит. Да, Эмираты причем здесь. Само дружит, мы же с одной Америкой не будем дружить, другие страны тоже будут. Конечно, но главный союзник кто будет? Америка, как у Эмиратов. У Эмиратов тоже же Америка союзник. НАТО не надо входить, можно быть союзником, как Израиль, и Корея, и Япония. Да? В постсоветских странах, если за коррупцию отрубить руку, то скоро надо будет отрубать протезы. Да, да, тогда ни у кого рук не останется, и ног не останется, и всего остального. Нам надо дружить со всеми странами. Не надо, не должно быть одни друзья, другие нет. У нас нет проблем ни с одной страной, кроме с которыми соседями. Да, совершенно верно, справедливый человек. Дружить надо со всеми. Ну, союзником стратегическим должна быть США. Так, Лебедя тоже на крушении вертолет вроде был. Какой-то губернатор, да это он артист был, тоже вертолет. Да, да. Был один артист, забыл его фамилию, такой, правду рубил с плеча. Его тоже они убили, также и Лебедя сбили самолет, да. Друзья, я вам напоминаю, кстати говоря, я уже второй день замечаю, что наш канал снова начинается потихонечку мешать, YouTube канал наш. Снова начинаются отписки, начались, не знаю, что там. Они не смогли долго продержаться, но начали всячески мешать. Наш канал, как известно, запрещен на территории фашистской России. Поэтому я вас призываю, друзья, распространять ссылку вот в данный момент вот на наш сегодняшний стрим. Прошу вас раскидать в социальных сетях, WhatsApp, Telegram, где только можете. И таким образом, чтобы люди как можно больше узнали правду. Как-то так. Ставьте лайки и пишите ваш комментарий, друзья. Так, справедливый, я понял, что поддерживаю ваше мнение теперь насчет соседями. Ответ на вопрос, почему не садят коррупционеров. Большинство власти в Украине это друзишки Зеленского. Как же он их посадит, если он их привел к кормушке? К сожалению, это очень плохо. К сожалению, это очень плохо. В чем заключается твоя деятельность? Освещение новостей или что? А что тебе не нравится в моей деятельности? Ты не понял еще, в чем заключается моя деятельность? Каждый раз мне говорить об этом. Так, сигнал. Нох и уводу сигнал. Уводу. Так, друзья.
Шмолихи. Доброго вечера, валейкум ассалам, Хагдан ТСД. Доброго всем участникам беседы, спасибо. Зеленский через своих людей скупает недвижимость по всему миру, и никто не наказан. Только ДНК может подтвердить смерть Пригожина и Уткина, но русские этого не дадут, они могут быть в Африке. Леопард, конечно, ты можешь тоже прав. Лемарова, Баркалхон. Вот один Лемаров, то попросил, только один Лемаров сделал перепост, поделился трансляцией. Все остальные проигнорировали мою просьбу. Ну, впрочем, как обычно. Хобай шара вайдей ан мюжкшана холюш целало цергасам. Целало дыр. Каждый раз заходят эти люди сюда, пишут мне комментарии и потом удивляются. Типа, а что ты делаешь? А зачем ты это? Целое. Я сделал клип про Пригожина и про Уткина. Все, я там больше ничего не сказал. Абсолютно. Только про Пригожина. Я ни про коллаборантов не сказал, ни про кадыровцев не сказал, ни про этих всех мерзавцев, которые родину продали. Ничего, ни словом не сказал. Уткин непосредственно в двух русско-чеченских войнах совершал геноцид чеченского народа. Пригожин, не знаю, тоже, наверное, однозначно был в этом причастен. И так далее, и так далее. Убиты два главных, один из главнейших таких исполнителей убийств чеченского народа. Ой, зашли какие-то товарищи. Зачем ты сказал, Господи, благослови Америку? Больше они ничего не видят. Вот им вот враг России, Америка, вот это их задевает. И они меня под религиозным соусом говорят, вот зачем ты говоришь там, зачем ты это делаешь. Ну и пытаются лизнуть просто русским. Ну перестаньте, ну перестаньте. Ну, по другим видео зайдите, лизните там, ну, чтобы не так откровенно это было. Абсолютно откровенно так, лизать, да. Ну, будьте чуть-чуть чеченцами в конце концов, да. Адам, да, Украину то же самое ждет, что и Чечню. Одинокий пастух. Свобода, да, и победа. Украину то же самое ждет. Сигнал СОС самолета не было, говорит Нох. Но не знаю я, Нох, был сигнал или нет. Но если взрыв произошел, например, на борту самолета, есть две версии, как произошел. Черные ящики не рассекретили. Ну, мы можем не узнать. Если это сделал Путин, например, там можно подтасовать все как положено. Ведь они взорвали целые дома в Москве, в Рязани, пробовали взорвать, и там с поличными даже задержали, и ничего не произошло, понимаете? Поэтому мы можем не узнать. А так, если две версии есть, что сбили с земли и там взорвали изнутри, что-то там подложили. Что тоже может быть. Ну, не знаем пока. Куда я могу трансляцию твою закинуть? Ну, просто в WhatsApp ты можешь своим знакомым, друзьям, например, справедливый человек, раскидать. И таким образом, когда вы распространяете вот так ссылку, YouTube видит, что это видео интересно, и люди делятся этим видео, этой ссылкой на стрим. И он тогда начинает в других местах рекомендовать. Таким образом, вы сами являетесь как бы распространителем вот нашего стрима. Также и YouTube вы даете, его роботу даете понять, что интересно, и он начинает тоже рекомендовать везде. Потому что вот опять начали, уже 2 дня я наблюдаю, что они начали мешать нам распространять нашу правду. Украина победит, но воры должны отвечать. Совершенно верно. Они уже начало потеряли. Да. Сегодня стало известно задержание в Финляндии одного из основателей ДШРГ Русич Яна Петровского. Его планируют экстрадировать в Киев, где ему по сути грозят пытки и мучительная смерть.
Ну, во-первых, справедливый человек, спасибо тебе, что ты дал эту информацию. Во-вторых, ты наговариваешь, никакой мучительной пытки и смерти ему не грозит Украине. Да, это преступник, да, это убийца, но и он обязательно должен быть передан Украине, и обязательно Украина должна его судить, потому что он с 15-16 года совершал военные преступления, преступления против человечности Украине. Но нет ни одного подтвержденного факта, что украинцы пытают или убивают или совершают какие-то казни пленных там, или задержанных, или же арестованных. Это не соответствует действительности. Украина соблюдает международное право, обычаи и правила ведения войны и гуманитарное право. Даже если посмотришь на разных мерзавцев и подонков, мне просто самому хочется просто скачать, забежать в эту комнату, где они сидят, и дать в рожу разным вот этим русским зэкам, которые русским, ну, военнопленные они, да, нужно их комбатантов нужно называть тем, кого есть, как они сидят в наглую утверждают, что да, здесь фашисты, вы цивилизованные фашисты. Вы видели, наверное, все эти видео. Русский военнопленный абсолютно нагло, его кормят, обувают, не пытают, он живет, у него там в тюрьме для военнопленных. Сидит, ну, такая репа, а другой сидит, говорит, да, я там за Путина, там, я это, я то, я все. Другой говорит, там, я за свою страну, там, и так далее, и так далее. Почему он так говорит, скажите мне? Не потому, что он такой убойный, такой смелый и дерзкий, а потому, что с ним нянькаются, с ним цацкаются в соответствии с международным правом, как и положено. Вот и все. Вот этого не нужно говорить. Ну все, это не ты так говоришь. Хорошо, тогда, пожалуйста, пожалуйста, не эту пропаганду с канала Z не выкладывай. Ты без кавычек, без ссылки, ты как будто от себя это говоришь, это делаешь. Поэтому никаких пыток нет на территории Украины. Совершенно верно, они потеряли Нохчела, и их ждает страшный... Да, Адам, совершенно верно. Но заранее знали, кто был на борту и кто точно умер. Ну, не знаю, но пока мы можем только предполагать. Поэтому справедливый человек, точнее, с канала Позднякова. Ну, я не знаю, кто такой Поздняков, но тогда или в кавычках бери, или же убирай вот то, что вот их дополнение, да, Русича, вот этого террориста, не какая-то диверсионно-штурмовая группа, ничего подобного. Это террористическая фашистская организация Яна Петровского, Русич, который он там основатель, да, он, как полагаю, получается. И никто его пытать не будет в Украине. И никакая смерть его не ждет. Он получит свой срок. Законный, заслуженный срок. Так, уважаемый Асан, сегодняшняя власть Украины все предатели, воры и лжецы, так что дело не в одном резнике. Эта власть все сделала для того, чтобы сдать Украину. Людмила Резенталь, я большим сожалением соглашусь с тем, что вы говорите. Я просто не хочу это говорить, озвучивать, потому что это, ну, больно просто, больно. Такое трудное время для Украины. Это мы, чеченцы, пережили. И мы будем с этим разбираться. Да, мы оккупированы, у нас ситуация не как у вас, у нас нет следственных органов, у нас нету тюрем, куда мы можем сажать этих людей. Но нам тоже предстоит это делать. Я надеюсь, мы будем обмениваться опытом и привлекать коррупционеров во время войны. Это военная коррупция, это во время, когда стоит вопрос выживания страны, выживания нации. Вот в это время, ну, это просто самое страшное. Я категорически против смертной казни. Вот я бы педофилов и вот во время войны вот этих коррупционеров, я бы все-таки, может быть, с большими оговорками разрешил бы этих людей ставить к стенке. Вот, хотя, конечно же, так нельзя говорить и так делать, но вот так я отношусь к этому коррупционеру во время войны. Поэтому
вопреки всему, украинцы выстояли. Украинцы, они, уже нация сформировалась. Нация сформировалась. Так, я и не верю, что Навальный в тюрьме. Я думаю, что это постановка. Ну, он почему же? Он может сидеть, он может выходить, может просто там пользоваться всеми благами. Интернет, телефон, телевизор. Просто сидит себе, иногда уходит там, если уже вообще скучно и так далее. Ну, как-то сидят же ради дела. Навальный все-таки, что бы ни говорил, Навальный это пешка, он никто. И ему нужно показывать, что он никто, потому что потом завтра, чтобы он не возомнил себя каким-нибудь королем, ему надо сидеть, и так, ну, они сидят, да, это по заданию 10 лет могут отсидеть. Он, Ходорковский, хороший пример, 10 лет отсидел, тоже никто, ноль, обычный стукач ГБшный, комсомольский вожак, но на него возложили, как сделали из него олигарха, и вот сейчас отправили, как будто он какой-то там жертва. А на самом деле такой же, как и Навальный. Никто, ноль. Ноль. Перед КГБ. Для КГБ это ноль. Только украинцы, вопреки власти, не дали сдать свою родину врагу. Да, Людмила, именно так. Я это прекрасно знаю про то, что там не убивают, не пытают. Отлично, справедливый человек. Поэтому, пожалуйста, поясняй. Вот мы уже прошли, проехали. Да, русские такие, они знают, что в Украине их права защищены согласно международному закону, поэтому такие обнаглевшие. Да, Самон, я имею в виду русские, да, я понял. Украинцы не сдадут, и если надо, украинцы сметут продажную власть. Да. Так, ассаламу алейкум, здравствуйте, алейкум салам. Саваш, асам, машволь, аса, я хочу тебя спросить, может ты знаешь, почему наш брат в Узбекистане не уходит на связь? Меня это сильно беспокоит. Какой брат, какой Узбекистан? То же самое думаю о смертной казни. В эту же пачку серийников и торговцев наркотиков зачем сохранять им жизнь? Нет, я не согласен, конечно. Так можно все. Вообще, поэтому вообще нужно ее отменить, смертную казнь. Я просто очень хотел показать, насколько я отношусь к этим военным коррупционерам во время очень плохо отношусь. Так, его не видно, не слышно третий день. Ты о ком, Буря? Соглашусь с тобой, Сан. Ты меня убедил насчет Навального и другим. Да, я думаю, сидит, может иногда разрешает выйти, а так сидит. В Европе думаю, что Ходорковский президент, новой России. Ну, если он Ходорковский президент, это тот же имперец, тот же Путин, а, для чеченцев и украинцев, ровно настоящих украинцев, патриотов, которые не хотят с империей сосуществовать, ничего ровным счетом не поменяется. Ничего. Так. Алекс Лорд Антонио. Почему вы такие тупые, извиняюсь, все остальные зрители, прошу извинить меня, почему вот такие тупые тролли у нас бывают? То один вопрос, то другой, такие, ну как-то завуалировано, что-то как-то меня обмануть, чтобы как-то схитрить. Один за одним у тебя такие глупые, такие откровенно тупые вопросы. Просто смешно просто. Так, да, Хан, спасибо. Так, вообще всех коррупционеров надо презирать, будь то военный или не военный. Абсолютно, абсолютно, 100%. Ну просто военный, когда у тебя на кону стоит существование страны, люди отдают жизни, здоровье, вот тогда, вот это я имею в виду. Конечно, вообще, это должно быть стыдно.
это должно быть стыдно. Да, справедливый человек, да, Аслан переводится как лев. Итак, друзья, я как раз вспомнил еще одну вещь, сколько мы уже, 46 минут в эфире. Завтра или же послезавтра будет стрим на чеченском языке, и Аят Идигов будет у нас в прямом эфире, друзья. Я думаю, что и вопросы на русском языке тоже можно задать, потому что не очень много вопросов мне написали под видео, хотя во время стрима вчера были достаточно вопросов, и я их как-нибудь сейчас обработаю, как-нибудь там оформлю в каком-нибудь виде более интересном. Завтра представитель президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия, настоящей власти, не продажной, не коррупционной, не предательской, самой настоящей, идущей от Джохара Дудаева, стоявший у истоков создания нашего государства, Аят Идигов, бывший председатель парламента, фактически глава государства, можно сказать, после президента и вице-президента, председатель парламента, бывший, будет отвечать на ваши, мои вопросы. Поэтому, друзья, еще минут 45, может час мы будем в эфире. Я вас призываю, и русских, и украинцев, и, русскоязычных всех, кто хочет, и дагестанцев, кто пожелает, вы можете задавать вопросы, я их сейчас буду фиксировать, кто может тут или там, в YouTube. Мы зададим эти вопросы, и мы сможем поговорить с Аядом Идиговым. Это настоящая власть Чеченской Республики Ичкерия. Аяд Идигов представляет президиум, куда входят несколько человек. Вот эти, и вы сможете задать очень информированному человеку, который реально стоял у истоков, не имитатор, как люди некоторые, которые сейчас пытаются имитировать, что они представляют власть, не предавшие, не отошедшие ни на йоту от пути становления чеченского независимого государства, единственная легитимная и независимая власть Чеченской Республики Ичкерия в лице президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия и в лице Аяда Идигова сможет ответить завтра или же послезавтра. Я не знаю точно, посмотрим. Я планирую на чеченском языке, но может быть мы можем сделать, если будут вопросы интересные на русском языке, я могу попросить его сделать на русском языке, потому что изначально он говорил, давай сделаем на русском, чтобы раз он дал когда согласие, он сказал, я говорю на чеченском, он говорит, давай на русском, пускай больше людей узнают, о чем мы говорим, та же Украина должна знать, и, наверное, это правильно, но я настаивал, давай на чеченском, потому что чеченцы это наши вопросы, наши темы, будут какие-нибудь вопросы, которые, может, внутренние наши будут, давай начнем на чеченском. Он согласился, он сказал, давай, как посчитаешь правильно, и оставил на мое усмотрение этот вопрос. Поэтому, дорогие мои, я вас призываю писать вопросы, и давайте поговорим на эту тему. Если бы была возможность встретиться, с кем бы вы хотели встретиться? Я бы хотел встретиться. Что ты имеешь в виду? Вот что-то из живых или уже не живых?
Так много. Если не живых, то очень много, я могу сказать. Живых или мертвых. Ну, вообще, любых ты имеешь в виду, да? Ну, я бы хотел бы с пророком Мухаммадом поговорить, Иисусом Христом и свой пророком поговорить хотел бы, с Моисеем, с Мусой пророком хотел бы поговорить. Я бы хотел пообщаться с Джахаром Дудаевым, очень хотел бы, уже, ну вот, это насущное такое. А с пророками я бы хотел бы поговорить о том, что в целом, короче, вот это житие, бытие, и все интересно это было бы. И, имея сегодняшние знания, и вот этот бардак, который у нас здесь находится, было бы очень интересно задавать. И все под запись, конечно. Очень интересно было бы. А на сегодня, чем я вот занимаюсь, что я делаю, мне бы очень интересно было бы поговорить с Джахаром Дудаевым, например. С дедушкой со своим хотел бы поговорить. У меня есть к нему вопросы. К отцу и с матери отца тоже с дедушкой я хотел бы поговорить. Ну, кому хотел бы. Салам всем свободным людям. Салам, Эд. Витаю тебя, дорогой. Мавидину, алейксалам. Бамуту, алейксалам. Всех я вас, друзья, приветствую. Вопрос надо подготовить Идигу. Сегодня еще не успел. Друзья, вы можете прямо уже тут писать. Да уж, пленные упитанные, холеные возвращаются с Украины, и взамен одни скелеты отдают Руси швать. Да, Гимзелут, совершенно верно, как и у нас это было. У нас захватывали мирных, а мы отдавали пленных. Наших мирных пытали, и потом через 2-3 недели или инвалидами становились того, кого нам отдавали наши люди, или погибали, умирали. А мы отдавали, ели то, что мы едят. Пока я живой, поговори, говорит на это. Ты не интересен, дружище, ты не интересен. Так, салам алейкум. Кан Мас, алейкум салам. Кан Мас дальше говорю, эфир. Кан Бар дальше говорю, 8 часов завтра. В это же время, вот сейчас у нас 8:53 по Берлину. Ну, час назад можете, кто у вас там по времени смотрите, будет, ну, может быть, не завтра, может, в воскресенье будет, но я думаю, на завтра спланирую. Может быть, завтра я сделаю на русском, если он согласится, а на воскресенье еще на чеченском сделать. Было бы вообще интересно, чтобы вот 2 дня, если он согласится, и у него будет время, чтобы он нам уделил это время. Салам алейкум. Очень рад тебя видеть. Ва алейк салам, Каир. Взаимно. Так, что у тебя за вопросы, Даймох? С кем бы ты хотел поговорить? Сколько денег тебе на жизнь хватило? Это тест какой-то ты проводишь, я не могу понять. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Ассалам. Бек. Ну, чё? Да, не говори, Адам. 13-летняя девочка и сердечки какие-то эти посылает, губы. Ну, это что такое? Она, наверное, хочет, чтобы нас в чем обвинили. Справедливый человек хотел бы со Сталиным и с Гитлером поговорить. Но, в принципе, справедливый человек. С ними говорить бесполезно было бы. Это лжецы были, это подонки были. Поэтому ты от них не узнал бы правду. А, убрал ты комментарий. А так, в принципе, говорить нужно с людьми, кто тебе скажет правду. А кто, кроме как пророки, сказали бы правду. Поэтому с ними было бы очень интересно. У меня много было бы чего. Я бы просто захлебываясь с ними, часами говорил бы. Аслан, скажи, пожалуйста, всем будет эфир. Аллах Рейсу, надеюсь, все будет всем полезно и все в войнах и станут едиными. Да, Алмула, да, Алмула.
Да, мол, а завтра в 8 часов, ну, я заранее скажу, я еще днем выложу анонс и укажу. В Ютубе вы будете видеть это все, друзья. В Ютубе. Если завтра он согласится, завтра или же в воскресенье. Просто не определились. У него просто там может быть занят день. И поэтому как бы нужно будет еще это решить вопросы. Сейчас пишите вопросы, чтобы я подготовил им эти вопросы. И чтобы там не было разного хамства, там все такое. Но я за этим, конечно, буду следить. И так далее. Справедливый человек, я в шутку написал. Справедливый человек, ну почему же? Интересно было бы поговорить, знаешь, на детекторе лжи со Сталиным и с Гитлером. Вот с ним вот было бы интересно поговорить. Вот как-то так. А так они бы лгали бы. Это убийцы, это просто люди, это дно человечества, человеческой сущности. Поэтому они бы правду не сказали бы. Но было бы интересно, если бы на детекторе лжи или там, я не знаю, с пристрастием, если допросить их. Я не понимаю, а зачем они возвращаются, на что они надеются? Их КГБ уже не оставят в покое. Я думаю, многие из тех, кто вернулся, жалеют о том, что вернулись. В Украине к ним хоть относились как к людям, как с людьми. Совершенно верно это. Ты про этих военнопленных. Дебилы просто, дебилы. Пребывают в плену пропаганды. Справедливо, на следующей неделе будет законодательное решение, которое обезопасит Украину от тех, кто думает не про Украину, хотя занимают должности в госсистеме Зеленский об этом говорит. Да, интересно, интересно. Да, Хасан, ты тоже как тот провокатор. Я его оставил, ты тоже пишешь. Ты согласился бы, чтобы Ичкерия стала одним из штатов Америки? Нет, я бы не согласился бы. Ичкерия должна быть суверенной, независимой и ничем штатом. Президентом Чеченской Республики должен быть президент, гражданин Чеченской Республики Ичкерия. В этом мире никто не скажет правду, ты правильно говоришь, только пророки скажут истину. Слава Украине, героям слава. Слушай, ты знаешь, что ты и людьми становишься свою селить? Не понял я. Знаешь, что ты Людмиле становись. Асан, скажи, пожалуйста, с кем будет эфир у вас? Эфир будет с Аядом Идиговым. Аядом Идиговым. Представителем легитимной, единственной, не предавшей истоки нашего свободного государства, стоявший у истоков нашего государства, не предавший идеалы свободы и независимости Чеченской Республики Ичкерия, представителем президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия Аядом Идиговым будет. И он ответит на все вопросы, кто, ну, на какие посчитает нужным, скажем так. Я за него говорить не могу. Когда какие посчитает, на те и ответит. Поэтому все хейтеры, все там провокаторы, тоже можете заходите, пишите свои вопросы. Да, Ичкерия это только Чечня или еще другие территории? Ичкерия это чеченское государство. Название чеченского государства. Вот как-то так, друзья. Мы уже час в эфире, да? Отлично. Поэтому пишите комментарии, друзья. Также я вас призываю под видео в YouTube оставлять комментарии с вопросами. Я их учту все и постараюсь как-то, чтобы это было интересно. Потому что человек реально легендарный, историческая личность. Это вам не какой-то там Закаев там, или еще кто-то вокруг него ошивающийся, который
абсолютно не представляет нашу страну и наш народ. Человек принципиальный, за это его все ненавидят, впрочем, как и меня уже начинают все ненавидеть, только лишь за то, что он принципиально стоит на позициях нашего государства. И в этом я уже убедился. Я в этом убедился. И ну вот то, что на него сейчас начинают снова бочку катить, вот мы с ним общаемся, и я говорю, ну как на меня катят разные вот это ложь, обман, вот что только не придумывают про меня. Там вот новая какая-то, новая фатишка появилась, тоже бред несет какая-то сумасшедшая, полусумасшедшая. Появляются люди, откровенно сумасшедшие появляются. И вот эти люди, каждый раз то один, то другой, то один, то другой эти люди появляются, и каждый раз на меня все это взваливают, вот эту всю грязь, эту ложь, обман. И я как бы жалуюсь и говорю, ну смотри, я говорю, вроде бы ты ничего не делаешь плохого, за что тебя чеченец мог бы ненавидеть. И все равно находятся чеченоговорящие, которые, или там, пророссийский какой-нибудь деятель, который начинает, ну, прикидываясь прочеченским, начинает на тебя там лить грязь, обман, там просто тонны просто. В той же Украине на меня возводится ложь. И ты говоришь, это говорит, ничего, говорит, я в этом уже нахожусь там сколько уже, 30 лет, вот в этом во всем, более 30 лет, и говорит, ты не представляешь, сколько на меня вылили всей этой грязи, обмана, лжи, как и сейчас. И я сейчас заметил, причем это могут делать люди, которые не являются работниками российских спецслужб, а просто оказаться полезными идиотами, которых используют. Просто быть ну, инструментом в чужих руках. Так бывает, к большому сожалению. Я сам таким бывал, к сожалению, да, честно признаюсь. Спасибо, Сан, что ответили, пожалуйста. Валейк салам, Буарс, Машо. Будет интересно, вот сейчас, с удовольствием послушаем. Да, надо еще, Адам, ты, правда, больше всех вопросы задал. Еще задавайте вопросы, пишите свои вопросы под этим видео, задавайте, спрашивайте. Спрашивайте о всем, что вы посчитаете вам интересным, и будем давайте обсуждать. Обломки самолета Пригожина вывозят с места крушения. Следователи обнаружили черные ящики лишь спустя сутки после крушения. Побывали ли они у кого-нибудь после катастрофы? Справедливый человек, все сомневаешься. Сомневаться – это характерная черта умного человека, справедливый человек. Сомневайся, правильно. Вот как-то так, друзья, как-то так. Как-то так. Знаете, кто такой патриот, друзья? Долг патриота – защищать свою страну от, от своего правительства. Невероятно. От ее правительства. Томас Пейн. 1737 год, 1809 год. Один из отцов-основателей США. Долг патриота – защищать свою страну от ее правительства. Кстати говоря, это у себя выложил Аят Идигов. Как ты видишь отношения Чечни с Грузией? Ты меня спрашиваешь или этот вопрос давайте зададим Аяду завтра? Я вижу их отличными. Отличными. Против нас ведется работа, большая работа, грузины, я вам напоминаю. Против нас ведется, чтобы нас травить, чтобы нас там рассорить, ведется большая работа. А мы этот вопрос обязательно, будет отлично, юзер, если ты вернешься завтра и задашь его снова, будет отлично по поводу грузийской. Давайте я запишу этот вопрос, чтобы он был. Я его задам Аяду.
Так, вы думаете, правда Пригожин помер? Я думаю, его просто спрятали надежно. Но я думаю, слово помер это вообще неуместно, потому что поджарился это точно не помер. А так я больше склонен считать, да, я считаю, что человек погиб. Погиб, сгорел на работе, да. Вот как-то так. Если Диго будущий президент Ичкерии, то кто тогда Масхадов, Исханов, про Закая давно знаю. А кто-то тогда Масхадов, Исханов. Кто такой Масхадов, я не знаю. Масхадов это человек абсолютно не имеющий никакого отношения ни к чему. И никто не говорит, что президент Идигов будет. В соответствии с Конституцией Чеченской Республики Ичкерия, президентом Чеченской Республики Ичкерия может быть гражданин Чеченской Республики Ичкерия до 65 лет. А я Идигов уже больше 65 лет, поэтому президентом он быть не может. И речь не об одном Аяде Идигове, есть о президиуме. О президиуме правительства Чеченской Республики Ичкерия, который руководитель является, каждый год у них меняется и возглавляет вот этот президиум. Я не знаю, кто в данный момент возглавляет президиум, но вот самые активные и самые заметные люди у президиуме это Аят Идигов, Алла Дудаева, Муса Таипов, есть еще другие люди. И ну, вот самые заметные, самые активные вот эти люди. Они ведут работу, и там все нормально, в принципе. Поэтому президентом будет тот, кого изберет его величество господин чеченский народ после деоккупации. Пока нас представлять на мировой арене может только президиум правительства Чеченской Республики Ичкерия. Как-то так. Так, еще вопросы, друзья, задавайте вопросы. Ну, вы пока собираетесь мыслями. Вам неохота задавать вопросы, думать, вам лучше послушать, ничего не делать, так. Ну, а что нам париться, зачем нам тут напрягаться? Давай там, рассказывай, Аслан, вещай. Вот так вы, да, относитесь? Алейкум, Мустан. Мустан, тебя тоже это касается. Задавай вопросы. Задавай вопросы. Завтра, кстати, будет у тебя тоже возможность. Асан, что не так с заказным? Закаевым? Все не так. Закаев сошел с пути независимости и чеченского народа. Вот и все. Все за рулем. Что за рулем? Вала Мустан. Ну, короче говоря, ты слышишь, наверное, что вот. Аят Идигов завтра у нас выступит в эфире. В прямом эфире. Можете будет задавать вопросы. Я просто не вижу смысла задавать вопрос, если уже заранее знаю, какой будет ответ. А ты задай такой, который ты не знаешь ответ. Если ты спросишь завтра в 8 часов, а сейчас вечер, то он, наверное, скажет вечер. Отличный вопрос, Эд. Хорошо, что напомнил. Так, вот Эда. Эд, кстати, ты завтра тоже сможешь задать вопрос. Давай его дополню, этот вопрос. Будет ли люстрация всех, кто сотрудничал с оккупационной властью,
И будет ли в законе иллюстрации включен вот этот полиграф? Так. Я бы задал вопросы, просто я мало знаком с внутренней кухней Ичкерии. Ну, ты же кавказец, справедливый человек. Задай, что касается Кавказа. Обязательно не надо Ичкерию задавать. Тебе же сосуществовать с Ичкерией, правильно, по соседству. Соответственно, тебе должно быть интересно, важно, какая будет Ичкерия. Наша сестра дала вопрос вам или Аяду, как будет вам удобнее, ответьте, может. Вопрос касается насчет ношения хиджаба, или можно ее носить, например, она не любит, а братья заставляют, как быть? Я думаю, этот вопрос Аяду, наверное, не может, не имеет отношения, но давай зададим его. Носить обязательно. Ну, спросим так, потому что, ну, если братья заставляют, как быть, она, значит, хочет пройти против воли братьев, правильно? Не покориться, не подчиниться воле братьев. То тогда ей нужно идти в полицию, а не к Аяду и Дигову. Мне нравится его аналитика. Да, мне тоже Леопард. Он очень, Асамбек, очень... ты имеешь в виду про Любарского, я про Аяда говорил. Я несколько начинал смотреть его и так и не смог досмотреть там по силу разных обстоятельств. Не знаю. Но человек умный, с этим я соглашусь. Было видно, что умный человек. Имеют ли право граждане Чечни, именно кадыровцы, поняв свое преступление, просить и извинить, будут ли они прощены, так как их немало, пропустить всех через мясорубку будет неправильно. Буря, я не понял твоего вопроса. Имеют ли право граждане Чечни, именно кадыровцы, поняв свое преступление, просить их извинить? Будут ли они прощены, наверное, так как их немало и пропустить всех через мясорубку будет неправильно. Конечно, будет ли амнистия, ты хочешь сказать? Да? Давай так сформулируем вопрос. Буря. Я тебя запишу как Буря. Для коллаборантов, не просто кадыровцев. Ну, вообще, işsagate şuyor юлху. Ясно, ясно. Мекшду. Ну, смотри, если... ну, это Аяду, наверное, вопрос не имеет отношения. Он же не может на все вопросы ответить. Ну, посмотрим. Мы будем задавать, и там он сам решит. Я давно хотел с тобой поговорить. Давай добавь меня. Не тебе решать, какая она будет. Я что-то не понял. Ты так просишь, что ли? Ты, по-моему, неправильно просишь. Тебе не кажется? Немножко у тебя просьба похожа на хамство. Так, я слышал, что большинство девушек, которые носят хиджаб, носят его не из-за принуждения, потому что им так нравится. Самур говорит. Абсолютно, я с тобой согласен, Самур. Я думаю, что в основном носят по доброй воле. Любарский экономист, Дашевский политик, который может представить Ичкерию в Конгрессе США. Очень интересно, Шамиль. Очень. Тогда вот такой вопрос по поводу преступлений чести. Будут ли приняты в Конституции законы, связанные с преступлением чести по датам чеченцев, или же будет максимально в светском стиле?
Ну, это, смотри, справедливый человек. За преступление чести я не знаю такого, что такое преступление чести. Это придуманные русские нарративы или здесь на Западе нам этот ярлык приклеивается. Каждая семья решает сама. Есть конституция, есть закон. В конституции, в законе у нас прописано, что каждый человек имеет право на свои права. И все, и этим ограничится. Если какая-то семья заставляет носить хиджаб, или там какие-то преступления чести, там, избивает, или пытает, или там наказывает, держит заперти, это преступление, которое нарушает конкретно вот эта семья. И если это станет известно правоохранительным органам, они должны отреагировать. Вот и все. Это к Арьяду не имеет отношения. И я когда думал, как дагестанец ты, да, я так понимаю, ты же дагестанец, ты спросишь что-нибудь связанное между вот нашими соседними такими, как политика. Они там какие-то законы чести, хиджаб, там третье, десятое. Ассаламу алейкум. Ассалам. Вагнер убрали, кто следующий? Путин. Ассалам, его задело наказание кадыровцы. Я не понял, его Бог дал, буря. Если даже девушки ходят без хиджаба, я против того, чтобы забросать их камням. Мы же Кавказ, а не Иран. Самур, ну, это личное дело каждого человека. Это вообще государство к этому не должно. Какой камнями закидывать? Это что за бред? У нас камнями не закидывают. И если женщина не носит хиджаб, или девушка не носит платок, ну, это максимум, что можно сказать, это некрасиво. Или там пойти пожаловаться, если она курит, например, или пьет, пойти пожаловаться ее родственникам, сказать все, что может сделать любой человек. А там родственники внутри семьи, это личное дело там каждой семьи. Мне кажется, это вообще сейчас неуместно даже говорить, о чем мы говорим вообще. Баркал Боху, ну не хочет носить. Ну не хочет она носить, ну значит она не будет носить. Кто может заставить ее себе? Никто. Если ее братья ее заставляют носить, она готова в соответствии с законом решать, она пойдет в полицию и скажет, они мне запрещают, заставляют меня носить. И все, и вопрос будет закрыт. Единственное, она испортит отношения со своими братьями в том понимании, в котором, ну и так, если его устраивает, то пожалуйста. А так, что ее братьев кто-то заставит не указывать ей, что делать, и потом она еще должна с братьями остаться в хороших отношениях, но это уже государство не может решить. Это они между собой должны решить. Поэтому, а так, если она придет и скажет, они меня заставляют, и я не хочу носить, никто не может ее заставить против ее воли. Совершеннолетнюю, взрослую женщину никто не может заставить. Вот, Юзер, тогда я этот вопрос тоже задам. Вот ты задаешь неплохой вопрос. Юзер задает вопрос. Развалится ли Рашка? Русня? И будет ли у них гражданская война? Вот это интересный вопрос. И я от себя добавлю на то, что ты говоришь. Что должны делать мы, чеченцы? Должны ли мы принимать участие? Что мы должны делать для развала Русни? Или мы вообще ничего не должны делать? Как-то так, Дио.
Ассаламу алейкум. Что вы скажете об оскорблении памятника отца Кадырова в Казахстане? Алейкум ассалам. Саламандра. Неужели кто-то истукан оскорбил? Разве можно оскорбить памятник? Государство Ичкерия будет многопартийным, будет ли там место для коммунистических партий, какая-нибудь радикальных партий? Интересно ты вопрос задаешь. Ну, я смотрю, тебя не столько интересует Дагестан, а сколько интересует Ичкерия, да? Давай зададим вопрос. Будет ли там место коммунистическая партия? Так, где этот вопрос? Ичкерия. Ну, Ичкерия многопартийная, это есть. Давай, ты сразу. Будет ли это кто у нас справедливый? Будет ли коммунистическая партия? Партия и радикальная партия. Наверное, нам будет чуть-чуть раскрыть этот вопрос, что значит радикальная партия. Коммунистическая навряд ли. Я не думаю, что коммунистическая партия в ближайшие 1000 лет будет среди чеченцев. Чеченцы натерпелись от коммунистов, да? Так, Аслан, а вы смотрите Анзора Масхаду? А кто это такой? Я такого человека знать не знаю. В упор. Аслан, почему вы так не любите шариат, говорит мне Биболт? Она пещерный закон, который не соответствует нынешнему время, или просто удобно ФСБ управляет, разрушает государство через шариат? Хочу понять, в чем она плоха. Вы ошибаетесь, Биболт, и ваш вопрос очень наталкивающий на конкретный ответ. Я много раз отвечал на этот вопрос. Я много раз. Шариат нужно определить сперва, что такое шариат в твоем понимании, потому что мы по-разному толкуем одни и те же термины, и благодаря этому мы приходим к неправильному выводу, что значит шариат. Я, например, живу по шариату. Я не краду, я рождаюсь, умираю, хоронят меня там, и так далее, и так далее. Не вру, не делаю плохого. Я считаю, это шариат. Жить по закону Божьему. И все законы, опять меня там некоторые провокаторы пытаются и по-другому интерпретировать, но я считаю, что все законы на этой земле, они имеют божественное начало. Ну, основные законы, которые находятся в международном праве везде. Из Библии, из Торы, из Корана, от праведных людей, которые шли. Вот, я считаю, что это и есть шариат. А что отрубать руки, головы или как в Саудовской Аравии как-то себя вести, нет. Я считаю, это их арабское напыление на законы Божьи. У нас есть свое чеченское, например, напыление на эти законы. Поэтому нужно вот эти вещи определить. Вот с этим нужно разобраться. И нас использует, вот ФСБ удобно управляет через религию, в которую, да, в том числе они включают и шариат. Вот это такие сложные вопросы, которые так просто не ответишь. И нужно вопрос ставить конкретно, чтобы ты на него сказал, что значит для тебя шариат. Отрубание рук и ног, я против. Наказание палками по спине бить за алкоголь, там еще что, я против. Забивание камнями, я против. Потому что это не шариат. Это не шариат. Это форма наказания в арабских странах. Да, арабы, например, до прихода Мухаммада пророка, мир ему,
заживо закапывали девочек своих, например. Я не помню, чтобы у нас в истории такое когда-либо практиковалось. И им нужно было прийти от этого. Они там, ну, разные вещи, которые можно долго обсуждать. Поэтому не все так а, однозначно, да. Так, девочки это цветки нации, их надо беречь, они будущие матери, к ним надо относиться как к нашим матерям. Иса пророк даже женщин легкого поведения прощал, а мы кто такие? Совершенно верно, совершенно верно. Так, нашими дагестанские Ичкерии после того, когда будут нормально и не будет войны между нашими республиками. Да, не будет однозначно. Да, можно, я так и сделал. Вчера я так и делал, просто отсюда поступают вопросы, я записывал, и вот начал как записывать. Я потом как сформулирую это. Николас, я не знаю такого человека. Я не знаю такого человека. Может, у президента у нас был сын, но я такого человека не знаю просто, понимаете? А вы за изменение алфавита чеченского языка, вы хотите латиницу какой-нибудь, другой алфавит или кириллицу оставить? Николас, я, конечно же, однозначно за латиницу. Мне не нравится вот та латиница, которую нам сейчас говорят, что она есть. Она мне абсолютно не нравится. Она какая-то трудно читаемая и вообще непонятная. Мне она не нравится, эта латиница. Но я за однозначно отхождение, полностью отказ от кириллицы, полный. Асан, как ты считаешь, религия это внутреннее дело человека и не должно быть одно целое с политикой? Абсолютно 100%, Самур. 100%. Религия это твое внутреннее, и она никак не должна соприкасаться с политикой. Вообще не соприкасаться она не может, конечно же, но она никак не должна участвовать в жизни, политической жизни. Да, есть люди, если в основном ваши граждане страны являются католиками, вы, конечно же, ориентируетесь в политике вот в этом направлении. Если у вас шииты, вы ориентируетесь в этом направлении. Если у вас атеисты, там, если другие мусульмане, то по-другому. Но при всем при этом однозначно 100% религия должна быть отделена от государства. Политика, государство это одно, а религия это твое личное. Ты вот отвечаешь, общаешься с Богом, перед Богом, это уже твое личное. Из-за этого, из-за этой религии, из-за этих разных недопониманий очень много войн и кровопролитий произошло на этой земле. Поэтому не зря человечество пришло к тому, что нужно все-таки убрать власть из рук вот этих попов, мул, вот этих всех хапук, я скажу. Я считаю, что люди, которые ну, есть, конечно, там порядочные и чистые люди, но в основном это уже такой бизнес на религии, который делается. И эти люди должны, человек должен общаться с Богом сам напрямую, без всех посредников, без всего этого. Вот есть Бог, ты. Все, я так считаю. Если ты против латиницы, то какой алфавит ты предпочитаешь? Я не против латиницы. Я не против латиницы. Aslan nohtja tsahata ust chalabin mehtä diitsahas. Nohtja mahta hähti show suka hähti voi roma oi ukoi voi sen muun. Shat wa alaik salam.
Улугбек. Мы будем отдыхать и наблюдать. Так, а Масхадова ты не знаешь, а Заугаева знаешь. Масхадова, я президента Аслана Масхадова знаю, а больше никого не знаю. Так, у нас есть свой алфавит, он лежит в России архиве. Ну, наверное. Ну, Аллах считает по-другому, мы должны жить по закону Аллаха. Мы живи, кто тебе мешает. Все идет по плану. Смотри, все идет по плану. Ты сейчас пользуешься китайским ТикТоком при помощи американского интернета. Например, у тебя возникает какая-нибудь проблема. Например, машина у тебя сломалась. Ты идешь в техстанцию, да? Ты же туда муллу с собой не приводишь, да? Ты подключаешь компьютер, приводишь мастера, он подключает компьютер, смотрит диагностику. Или, например, у тебя случились проблемы с законом. Просто вот элементарная логика. Никто же не против ислама не говорит. Вы просто вам заложили программу, что вот вы должны это говорить. И вы ни к селу, ни к городу вот эту программу свою толкаете. Я живу по закону Аллаха. Я, например, только лишь поверив в слова Аллаха, что явилась истина и сгинула ложь. В Коране то, что написано. Я готов пожертвовать всем, что у меня есть. Я не искренен в своем побуждении. Вот как, если взять как пример. После моей смерти-то вы точно можете сказать, что да, он был искренним. Так вот, я верю в то, что я говорю. И верю в то, что в Коране написано. Я верю, что ложь будет побеждена. И это говорят все религии. И я считаю, что нам не нужно разделяться. Нам нужно договариваться, искать точки соприкосновения. Мы люди. И мы живем по закону. Я живу по закону, как мне говорит, велит мой Создатель, Всевышний. Вот он меня создал и говорит, не лги, не убивай, не кради. Ну вот, например, у тебя проблема с законом. И тебе нужно пойти в немецкий суд, допустим. Вот ты придешь с Кораном, принесешь Коран, скажешь, вот, смотрите, в Коране сказано, сура такая-то. А тебе скажут, сядь, за тебя адвокат поговорит, и у нас есть здесь уголовный кодекс. Ты скажешь, нет, я вот хочу вам рассказать, Аллах велит, чтобы это, третье, десятое ты будешь рассказывать. Ты же не будешь так делать, если, конечно, ты не клинический идиот. Ты не будешь так делать. Точно так же дело в политике. Политика это то, что в мире управляет вот, наше бытие, наше сосуществование с другими народами и нациями. Эти народы и нации 1000 лет друг друга убивают и воюют. И кое-как, понимая, в какое они болото загоняют друг друга, убивая десятки, сотни миллионов людей друг друга. Люди пытаются договориться в этом мире. Создают сперва Лигу наций, потом создают Организацию Объединенных Наций, создают Европейский парламент и создают там, чтобы не воевать, чтобы не убивать друг друга, чтобы зарабатывать деньги и созидать, жить. Понимаешь, чтобы и все в этом принимают участие. Если ты добываешь нефть, допустим, ты не можешь эту нефть сам себе употреблять. Ты пользуешься интернетом, тем, который произвели неизвестно какие религии, люди. Но этот интернет, он американский. Может, католики это сделали, может, индусы это сделали. Кто угодно может быть. Вот о чем речь. Вот о чем мы говорим. А не то, что когда тебе говорят, что нужно оставить религию отдельно и политику отдельно, сказать, нет по закону Аллаха. Вот о чем я вам хочу 4 года вот сижу перед вами, пытаюсь донести. Но меня то коронавид или кто я там, атеист, каратист, и чем вы только меня там не награждаете. Только лишь за то, что я хочу объяснить, что нами манипулируют, что нас обманывают. Посмотрите, в каком мы положении находимся. Нельзя просто тупо повторять пропаганду, которую нам закладывают. Надо подумать, о чем нам говорит это.
жить по закону Всевышнего Создателя, так все люди на земле пытаются жить по закону Всевышнего. Даже атеисты, которые не верят в Бога. Они пытаются жить, потому что так все создано. В Коране все изложено, как нужно жить. Ну так живи. Живи. В Коране сказано, что если что-то произошло у тебя, что, например, у тебя украли велосипед, или там ограбили тебя, или нанесли тебе тяжкие телесные повреждения, и тебе нужно идти в полицию, что там сказано, что тебе там нужно говорить и делать. Не сказано. Тебе там не сказано, какие уголовные кодексы и статьи есть в немецком законодательстве. В Коране этого не сказано. Тебе Аллах дал, Всевышний, Господь наш, дал мозг. Понимаешь? И ты берешь адвоката, который знает эти законы. И там не сказано все, как сделать, если тебя, например, избили ночью, когда ты домой идешь, и ты попал в реанимацию. Понимаешь? Там этого не сказано. Там сказано: не укради, не убей, не вреди своему здоровью, ну и все остальное. А есть специалисты, которые пытаются тобой и мной манипулировать. Пытаются манипулировать. Вот смотри, зашел Абдурахман. Этот человек или провокатор, или с 2 классами образования максимум. Он говорит: в Коране запрещено подавать заявление. Когда у нас шла активная фаза геноцида, у нас геноцид нашего народа шел, весь мир, когда от нас отвернулся, и только мы должны были кричать об этом горе, что с нами происходит. В Саудовской Аравии какой-то там карманный мулла выпустил фетву, что на митинги выходить нельзя. Понимаете, что над нами делают, как нас обманывают? Вы просто предайтесь логике, как интерпретирует этот Коран. Вы не читали этот Коран, вы не сами не специалисты. Какой-то человек, вот сейчас зашел человек и говорит: Халух провокатор, Халух провокатор, вацк. Халух Абдурахман, провокатор, вацк. Ты говоришь, запрещено, ты лжец, ты обманщик. Ты на Коран ты говоришь, что нельзя писать заявление. На тебя совершено покушение, убийство, и нельзя писать заявление, чтобы нашли этого преступника. Ты лжец, ты на Коран, ты на религию возводишь, ты на Коран возводишь ложь. Понимаешь? Вот когда над нами шел геноцид, Саудовская Аравия выдала фетву, что на митинги нельзя выходить. Задумайтесь, как нас обманывают. Нельзя выходить на митинги и просить о том, что нас убивают, говорить. Самый митингующий, наверное, после французов, это, наверное, мусульмане. Каждую пятницу они встречаются в мечети и обсуждают социальные, политические, политические, если им царь разрешает в этой стране. В свободной стране и социальные, и политические, и любые вопросы обсуждают. И если они недовольны, и они живут в свободной стране, или у них хватает мужества, они объединяются, все выходят в пятницу и митингуют. И нам, с одним, исповедующим ислам людям, которые одни из самых митингующих людей на земле, которые хотят или не хотят, обязаны в пятницу прийти в мечеть и обсуждать экономические, социальные, в свободной стране политические вопросы. Нам запрещают во время, когда тебя истребляют, ты заканчиваешься, убивают твоих женщин и детей. Вот этого попа, этот фетву выдает, я его, кроме как мерзавца, подонка и преступником, я назвать его никак не могу. Он в угоду русским, потому что другим от этого никакой пользы нет, кроме русских, которые нас уничтожают, издает фетву, что нельзя выходить на митинги. Задумайтесь просто, как нас обманывают. Вот о чем я хочу до вас донести. И все. Голова нам дана Аллахом, Богом Всевышним, чтобы мы думали,
а не чтобы мы какую-то ложь и какую-то ересь нам закладывали. Вот такие вот дела. И вот, когда ты аргументированно возражаешь, вот этот человек, который молчал все это время, как только затронулось про заявление, сказал, не, изучай религию. Он не изучал религию. Он не знает, что такое религия. У него нет никакого образования, я уверен. Но этот человек нам рассказывает, что в Коране запрещено. Как какой-то муфти, или как его там, имам, или мулла Саудовской Аравии во время активной фазы геноцида чеченского народа сказал, что нельзя выходить на митинги. И здесь чеченцы в Европе перестали выходить на митинги. Понимаете? Спросите тех, кто выводил людей по 1000, по 1500, по 2000 людей на митинги выводили. По 500, сотнями, тысячи выводили людей. А потом начали закидывать. Ты что? Опасно, опасно. А чеченец, он верующий человек. Чеченец, он простой, искренний человек. И он думает, ну на всякий случай, все равно толку никакого нет от этого митинга. Что я буду выходить? Ну не слушает нас ведь никто. Ну что я буду выходить? Нас же уничтожают. Так вот, если от этого митинга не было бы толку, то русские не попросили бы своих саудовских друзей выпустить эту фетву, чтобы мы не выходили на митинг здесь, в Европе. Вот вам факт из жизни. Когда еще, какое еще нужно доказательство, как эти муллы являются ничем иным, как самыми главными врагами мусульман и вообще нормальных людей. Вот эти муллы. Вот как-то так, друзья. Это говорят для раскола нас. Мы жили, родились и умрем в шариате. Хватит издеваться над народом. Конечно, я считаю, что я живу в соответствии с религией. Да, я не самый, может быть, там правильный мусульманин, может быть, я грешу, но у меня нет грехов, которые являются такими преступными. Я не вру людям, я не убиваю людей, я не граблю людей, я не делаю того, что мне запрещает мой Создатель. Что еще нужно? Я не знаю. Логично, Уэлья ищет молнаш. Да, я сталкивался, Макал, с этими вещами. Я начал что-то говорить, и человек, которому заложили программу, он мне приехал и говорит, как ты говоришь такое? Ты как можешь? Ты что, Аллаха не боишься? Ты что, Бога не боишься? А этот человек работает в банке, в российском, в чеченском российском банке, оккупированной Чеченской Республике, занимается обналичиванием процентных денег, то есть грабежом занимается. Причем денег, которые выделяются на то, чтобы раздавать пособия и социалы. И он мне приехал и рассказывает мне, насколько. Я говорю, если ты такой мусульманин, почему ты грабишь женщин, детей, пенсию, которые дается, выделяет оккупационная власть, ты работаешь в этой банковской системе и грабишь их еще. Ты в этой преступной оккупационной системе работаешь и еще в этой системе грабишь, ты помогаешь оккупанту. О чем ты мне рассказываешь? О каком ты Боге мне тут говоришь? Ты уйдешь, если, я говорю, если ты такой правильный, уйди с этой работы. Просто ради Бога оставь эту работу. Но я не могу. Конечно, не можешь, ты зарабатываешь. А когда ты зарабатываешь, тебе плевать на все остальное. А на словах, да, мы все умные очень. Все очень верующие. Ты поддерживаешь Америку? Я поддерживаю 100% Америку. 100%. Не просто Америку. Америку это расплывчатое понятие. Соединенные Штаты Америки я поддерживаю. Целиком и полностью. Правило номер 1. Америка всегда права. Правило номер 2. Америка не права только лишь в одном, что
Чеченскую республику Ичкерия она оставила один на один с этими людоедами. В остальном она во всем права. Вот так я поддерживаю Америку. Еще вопросы есть? Так, Самур, так, а что за понятие такое над тобой править? Что ты делаешь, что над людьми должны править? Ты знаешь, что такое демократия? Самур, ты бьешь просто под дых бил. Сократес, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. О, появились эти, да, любители Америки появились. Эти мулы 90%, 99% на НКВД стучали в Советском Союзе, да? Совершенно верно. Незнакомец 95. Взаимно эду косвек. Хейса гочула кучур. Оставохко. Бусалбдин. Вот ты весь мусульманин. Вот ты весь мусульманин, да? Ва алейкум салам. Так. Аслан, что ты думаешь про Трампа, особенно запрет въезда в Америку всем исламским государствам? Николас, ну, это неправда. Во-первых, всем исламским государствам там запрета не было. И как президент он делал такую поправку, такое вносил, и это было отменено, потому что это нарушает Конституцию Соединенных Штатов, и поэтому это его решение было, которое не соответствовало закону Америки, оно было отменено. Так, да, все равно не поймешь, что я другой, я о другом. Да, что так, это было, но прошло. Суна, шашчу бойшен, с Америку майчен, чо, цацулчен. Ухуль, шейт мета дулцен, чур. Суна, се ночи оман ойвиш. Все. Шен луа kriet, шен lua gabach. Soon se notje om och poljuk ir erdakert. Så hutselju vark så ulluskena sy khwech. Sa hutselju vos khwech. Iuksa tsel. Se notje om an wada. Se notje om hins dol holler erdak. Raske buur tiskisjuk ir erdak kan kelgardak. Iuksa tsel. As sha degdi duk hayak zu ir. Ни перед чем не остановлюсь. دير خلي هو الله خيرا خلو إيقام يالدات ستا نو أش إخبرش ديوش دات هو ديلير داتي ديلير دوي بوش إي تعبد مين يشتوشو دير دو شادقة ديلير هو دير دو نو إي ديلير وخل например هو حين ماتسوال ويجن عيش خينا بيب تاع ستول تاع عيش دو بيب كحيت حلقة تويزيو ديلي وغير دسون سو داليتس شاي بيب كسجايتشو خسر دبوش ما تعاود تعاي يهمش اش اشت دوتش تسقيتش داتشو
تقيتش داتشو إي أمريكا أس حقيقة أس رسين إي بعرك حياة يزديلا إي تقيتش بولناخ بات تقيتش بولناخ تان إش بيلكش إش كيغا بيشا تشو خرقشا تشي ليش دوشو أمريكان وقومو أمريكا признать إن поддержка إن تشو أوك أم ديرزاد قيش ليش سدال دول غاس قبوش غاس شام بوخ بلش بوتسنا قيش بش إبوش يش بش وأمريك نو سунам цадина цу Америк ну цагвугум радио свобода на чеченском языке выделять войнохчему от спасать беш им динацер وين شورت أحجى выделять динацер бежен штилит динацер и Америк цагилляри غاس قچو цанохчи дин витен гырвацер 44 год дюнда цугена вы просто махкар довардацер тюпшьяч халах дидер один за одним просто целенаправленно уничтожать дидер и Америки, и Англии цахилляли. Дик буй губуи. Вот ответ и дукшон. Вот Россиец волар лоэль из ещун. Амине Аллах. Амин. Вот Россиец волар лоэль из ещун. Но из цу России дюхалил Америк цани вай гоцахил чо вай дат цу вай нах. Шумач отцел я на русском стриме буду на русском говорить. В 91 году, когда у нас мы объявили о своей независимости, в 90 году, потом в 91 году, когда избрали себе президента, парламент, когда мы о своей независимости заявили, тогда у нас возникла ситуация, что мы должны жить отдельно от России, что мы должны жить отдельно. И некоторые люди, которые привыкли пить кровь чеченского народа угоду русским, советским, КГБ, ГРУ, они возомнили, посчитали, что нужно сделать все, чтобы нас вернуть, и бросили нас в огонь. В 91 году у нас были такие силы, о которых сейчас мы еще пока можем только мечтать. Я в первую очередь имею в виду интеллектуальные силы. Сейчас у нас с этим большой вопрос. И вопрос и интеллектуальных сил, и смелости высказывать эти интеллектуальные возможности. Говорить, действовать этим людям, этим умным, образованным людям. К сожалению, большому сожалению, эти люди, их родственники, и они сами находятся, и в Чечне находятся, и их родственники находятся в Чечне, и они ограничены в своих действиях. Мы пережили геноцид, потеряли треть нации. Остальная нация пробыла 30 лет в пропаганде, обманута. Сейчас идут воевать против свободных людей на чужую войну с врагом, который их сжигал, их женщин, детей сжигал, насиловал, убивал, за ноги брал детей и разбивал детей об стены. Вот с ними вместе идут воевать. Вот в этой ситуации находясь, и говорить, сейчас у нас есть представители, так называемые там, театральные труппы, которые изображают, что они борются за независимость, фактически пытаются прибрать нашу Ичкерию, все, что у нас осталось, и бросить к ногам русских. И вот в этой ситуации я поднял американский флаг и прошу Америки помощи. Ну, как вы видите, Америка особо меня не замечает. А все Америка, как вы видите, я не являюсь американским человеком, как вы видите, да? Финансами я не обеспечен там, и так далее. И сколько ошибок я совершал, наверное, никто столько их не совершил, потому что я не знал, кому верить. А если я был бы американским человеком, мне бы сказали бы, вот этот, тот, туда не лезь, это не делай, меня бы научили бы. И вот в этой ситуации я просто призываю, я знаю, что есть в Америке люди, которые нас уважают, которые нам сочувствуют, которые нам могут помочь. И это самый страшный сон для русских
и тем, кто продался русским. Это самый страшный сон. И Америка это не мать Тереза, это не правозащитная организация, и не гуманитарная организация. Хотя очень много благотворительности и гуманитарной помощи по всему миру они оказывают. Это люди, которые чиновники и патриоты своей страны, начиная от спецслужб, армии, военных, заканчивая политиками, которые должны перед своим государством отчитываться. И им нужна наша какая-то ответная какая-то помощь. Это же не гуманитарная благотворительная организация. Правильно? Для этого наш чеченский народ должен понять, что если мы заключим с американцами достойное соглашение, равное соглашение, и будем его выполнять, то они с нами, они будут выполнять вот это соглашение, как они выполняют сейчас перед Украиной, когда они просто меморандум заключили, передачу ядерного оружия. Зачем им помогать Украине? Они бы сказали бы, ладно, давайте, украинцы, вы воюете. Зачем так помогать? Можно было бы немножко помочь, свою Евросоюз свой защитить, выставить там пулеметы, танки, пушки, все армии собрать, вкачать все эти миллиарды сюда. И пусть Украина там дальше ослабевает Россию. Поэтому они выполняют свою договоренность, выделяют колоссальные деньги. И они должны перед своими избирателями отчитываться, американцы. Байден должен отчитаться, все должны отчитаться. И спецслужбы должны отчитаться за все миллиарды, миллионы, которые выделяются на эти спецслужбы, на эту армию и так далее, и так далее. И, конечно, как любое государство, они свой интерес всегда закладывают. Точно так же, если сейчас чеченский народ, как я сейчас вижу это, поддержит союзнические отношения с Соединенными Штатами Америки, а нам уже удалось сделать многое, изменить в головах чеченцев, донести до чеченцев. Во-первых, тем, что я искренен и честен перед чеченцами, что я не преследую своих интересов. И во-вторых, что реально мы говорим логически верные вещи, которые полезны будут для чеченцев. Что если мы заключим договор с Америкой, союзный договор, то у нас будет 100 лет хотя бы без войны на нашей территории. Что мы заключим, у нас будет лучшее современное вооружение, у нас будут инвестиции, у нас есть нефть, у нас есть газ, у нас есть другие полезные ископаемые, которые сможем экологически, чисто, максимально рентабельно добывать, продавать и так далее, и так далее. Наша молодежь, просто наша молодежь сможет, если мы будем союзниками Соединенных Штатов Америки, наша молодежь, это для меня самое главное, что я вижу, какую я пользу хочу извлечь из отношений с Америкой, кроме инвестиций и всего остального там, что наша молодежь сможет учиться во всех вузах. И та же Америка сможет делать разные программы, которые будут нашей молодежи. Просто выпускник нашей школы автоматически будет уезжать учиться в Англию, в Америку, в Германию, во Францию и получать лучшие знания. И все будут иметь образование, высшее образование. Мы будем говорить на английском языке, как говорим сейчас на русском языке. Я вижу только в этом перспективу. Да, Америка меня не замечает. И я не только, меня-то она заметила, может быть. Как обычного человека, как блогера или как правозащитника. И все. Но для того, чтобы американское стратегическое планирование, мы вошли в их стратегические планы, для этого наш народ должен понять, что нам это нужно. И я буду пробивать эту линию, я буду добиваться этого. Я буду этого добиваться.
И вот эти все разговоры, ты там Америка, Господи, благослови Америку, говоришь, она убивает мусульман и так далее. Кого мне? Назовите, кого она убивает? Кого она убивает мусульман за то, что они мусульмане? Я этого не вижу. Я вижу, что Саддам Хусейн убивал людей, в том числе и мусульман, там, курды и мусульмане, я не знаю, по-моему, это мусульмане были. Это был тиран, который находился у власти и так далее, и так далее. Ирак мне пишет. Что произошло в Ираке? Саддам Хусейн в Ираке, он мусульманин был, Саддам Хусейн? Мне не кажется, что он был мусульманином. Да, он говорил, что он мусульманин. Ну а разве можно женщин, детей убивать? Где в исламе можно женщин, детей газом травить? Вы слышали когда-нибудь? Или может быть саудовский, или когда он на Кувейт напал, может он как брат мусульманин поступил с братским Кувейтом из-за того, что там нефть? Может дело было... Не надо передергивать. Саддам Хусейн был агентом ГРУ и КГБ СССР. Это был мерзавец и подонок, которого свет не видывал. И благодаря тому, что на земле нашлась сила, которая остановила этого преступника, я благодарен американцам, что она остановила тирана очередного. Я не согласен с тем, что там дальше началось развиваться. Но это отдали иракскому народу и сказали, занимайся. Иракский народ друг друга мочил долгое время. Опять же, я не хочу сказать, что Америка не совершает там ошибок или каких-нибудь там просчетов. Это люди. Тоже возьмем Чеченскую республику. Это самая большая ошибка, которая была совершена. Но тоже надо исходить, как мы себя вели. Аслан Масхадов, например, сказал, что Америка в 1000 раз хуже для нас, чем Россия. Он надеялся таким образом задобрить русских, и в итоге был убит этими русскими. Вот что значит договор с русскими. И вот что значит недальновидная политика Аслана Масхадова. Дал газу от обал дуэльцин. При всем при том, что он погиб сам, он вверг еще чеченский народ в огонь. Я могу сказать. Хотя сейчас хотят нам рассказать, что Аят Идигов виноват во всем. А я считаю, что все-таки это была администрация Аслана Масхадова, президента, была виновата в том, что мы не с американцами искали общий язык, а с русскими. И русских агентов Аслан Масхадов собрал вокруг себя. Поэтому святых на земле нет. Святых нет. Поэтому, есть сила на этой земле, которая может нам помочь, если мы будем себя вести соответственно. Это англосаксонская цивилизация, которая вообще мы даже не интересны. Мы даже не, это я сейчас так хотел бы. Мы им даже не интересны, понимаете, если на радость врагам нашим я это расскажу. К сожалению, мы им даже не интересны. Но я добьюсь того, что мы будем интересны. Я добьюсь того, чтобы мы стали вложу свой вклад, добьюсь, чем это громко, что внесу свой вклад для того, чтобы мы стали стратегически интересны для Америки и Англии. Как-то так, Дион. Как-то так. Пойдемте дальше, Дион. Друзья, мы уже больше 2 часов в эфире. Нас Америка не бомбила, нас Америка не высылала с родных земель. Наш народ уже несколько борется с расистами. Совершенно верно. И я хочу, чтобы мы могли сделать все, чтобы избавиться от этой чумы, от этой холеры в лице фашистской России.
Так, хороший вопрос ты, Чирый, задаешь для Аяда Идигова. Так, вопрос легитимному руководителю парламента Чеченской Республики Ичкерия, уважаемому президиуму парламента Нисхидон, парламент Чирый, уважаемому Аяду Идигову. Уважаемый Аяд, стоит ли нам оказывать помощь в освобождении соседних республик от оккупации РФ? Все, я вот занесу этот вопрос в этот блокнот, как мне посоветовали, как я вчера и сделал. Так, Рос, да, у нас много разногласий, но для победы нам надо на время забыть все разногласия, а после победы разберемся. Да, абсолютно согласен, нам нужно объединяться, нам нужно убрать все разногласия, полностью согласен, полностью, конечно. Это основная наша идея, это наша Конституция 92 года со всеми поправками, внесенными законными, в соответствии с нашим законом, внесенными поправками. Все, та проблема. Ислам, как написано в 97 или 98 году поправки, государственная религия ислам. Все, как есть, так есть. И без всяких вот этих там я хочу, я не хочу. Ты кто такой, хотеть или не хотеть? Ты законодатель? Будь законодателем, убирай, принимай решения, иди в парламент, голосуй, делай все в рамках закона. Все, а нет, так, я хочу изменить Конституцию, я хочу отменить всю, я хочу построить там рай на земле. Пожалуйста, хоти. Ну, есть процедуры. Кавказ от Каспийского, это Каспийского моря до Черного, путь с запада на восток, с юга на север. Кавказ должны дать понять США, что они должны быть заинтересованы Кавказом. Самур, совершенно верно, абсолютно с тобой согласен. Полностью, Самур. И мы, кавказская нация, не делись, не мусульманин ты, грузин, христианин ты. В Грузии живут бацбийцы, чеченцы, христиане. Это тоже без разницы, осетины, все наши проблемы, которые между нами были, между осетинами и ингушами, между нашими, другие у нас какие возникали, искусственно русскими созданные и потом долго подогреваемые. Эти искусственные проблемы, мы должны побороть их. Нам должно хватить мудрости, нам должно хватить ума, силы, выдержки, стойкости. Как это хватило Гамсахурде, Дудаеву, другим нашим лидерам, которые были. Абсолютно согласен. И мы должны заинтересовать. Маленькая Чечня, она мало интересна для Соединенных Штатов. А весь Кавказ, если мы объединились бы, вычистив напрочь из нас вот эту агентуру ГБшную, вот да, Кавказ был бы интересен. Вот трех морей, Каспийская, Азовская, Черная, вот Кавказ вот до туда расходится. И нам нужно договариваться с Америкой, только с Америкой. Спасибо, Аслан, за вашу работу. Желаю победы Украине, свободу всем народам от гибнявого Кремля. Спасибо, Ларис, спасибо. Кавказ – родина многих цивилизаций, культур, народов и наций. Да, к сожалению, сейчас Кавказ находится на очень-очень отсталом положении. Отсталом, да. Рос, это провокатор.
Они заносят вот одни и те же вот нарративы, вот что угодно. Вот им сейчас вот ЛГБТ им, ну вот эта тема их беспокоит. Вот они вот это будут все одно говорить, то митинги не надо, потом ты объяснишь, что митинги нормально, потом они это будут. Тебя никто замуж не возьмет, никто тебя не украдет, насильно тебя за какого-нибудь бородача Хасан замуж не выдадут, не волнуйся. Мы живем на этой земле, и мы принимаем законы, понимаешь? Никто тебя насильно ни на парады не погонит. И, ну, вы несете эту чушь уже много-много лет. Это российская пропаганда говорит. В России, в Москве на каждом углу находятся эти клубы, это все это имеется. И теперь Россия начала говорить, что она борется со злом, что вот это, и все, и начали об этом говорить. О чем вы говорите? Просто смешно. Так. Dort die tjoho dinien tjoa Америки рашкиц хильвиз. Ага, но не совсем так. Рашкиц хильцевиз вообще. Но от рашки гар حوالي виз тан эгу. От рашки гар حوالي ница церга бьебать. Я церкара хавош я туркши карвовиз. Цер влияние. Пиш уже буал беш бушон сутя. Асун целя туркши карада ан церву ассимилировать дилду. Видишь что? Только Америка может нам гарантировать остаться теми чеченцами, какими мы есть. Наша культурная, наша национальная сохранить. Только они могут. حالات كورت بيس حسن حبات is просто حبات просто очукаешь информацию. Вот говорю, ты выдаешь ونادنا ЛГБТ يوتسا يو الله حنيت بو بو اشتا حي غاز شوين لنا برنامج يوقع حيوتش حبو الله حي بينيت بات قيتشان قابو حبو اس كان يشلي خوش ما تخون عين سألش حسودي وي عيتا преступление ич суди вой вахай да вой Сун, а шумадир, да? Тебе скажут, возьми адвоката. Ты скажешь, не, зачем мне адвокат? Аллах, нет, мне не нужно. Ну хотя бы скажи что-нибудь за свою защиту. Не, Аллах, абуш я был ниц, я не буду ирдуа. Он причет, набахты войтеру. Вот иду адуицек. Ты путаешь мягкое и квадратное, да? Абсолютно несовместимые вещи ты сейчас употребляешь. Ну да ладно, Асан. Ты с самого начала вот эти провокации закидываешь, я просто реагирую на тебя, потому что, чтобы показать твою несостоятельность твоих, твоих комментариев. Для США будет интересен Кавказский союз, Дагестан, Грузия, Ичкерия, Осетия, Ингушетия, Калмык, Балкария, Карачаево, Черкесия. Да, Самур, совершенно верно. Для США будет интересен Кавказ без русских. Да, именно так. Именно так. Все правильно, бро. Кавказ только для кавказцев. Да. Вон русский из Кавказа, да, будем говорить. Он уже грамотно пишет. Да. Справедливо. А зачем нам Астрахань, Калмыкия, Ставрополье, где большинство населения это не кавказцы? Но если это Кавказ, то все, Кавказ включаем дело. Между кавказскими странами не должны существовать экономические границы. Мы, Кавказ, должны создать что-то вроде Европейского Союза. Да, Андро, совершенно верно. Я не имею в виду, что мы должны быть одной страной, но нам нужна общая экономическая зона. Совершенно верно. Если бы не США, то Украина не отдала бы ядерное оружие. С этого все началось. Неправда. Еще как неправда.
Так, саму Кавказ, так, союз должен быть кавказский, так, Лереми Аят, подобно нашему президенту Джахару. Так, Мичари, комментарий. Доехали комментарий. У американских звезд большая аудитория, и можно к ним тоже обращаться, чтобы они обратили на нас внимание. Я так и делаю, Леопард. Я так и делаю. На 5 минут эльчиро. Давах курват сюгасун. Давах цага. Ассаламу алейкум. Асан, какие книги читаешь? В последнее время я перечитал Абдурахмана Ахтарханова. Все, что у него там бы есть. Прыгнуть с высоты легко, а приземлиться тяжело. Невероятно, Шерлок Холмс. Какая глубокая мысль. Кого убрать? ГГ, Мельновах была. Она соулькон модератора. Бас абог доха она навах клишвик. Лерами Амя. Подобно нашему президенту Джахару, достигшего цели своей правительства элитно-родовой, стоит ли нам выбрать цель для сближения с США, считая, это была бы гарантия для нас. Считаешь ли ты, что это была гарантия на все? Мичахай, нам цеха. Где была? Добрый порвать твой боясик. ГГ. Мичавой добрый. Добрый мексиканец убогий. Убогко мичавой. Уж моваться. Омовать куда рагуш. Он, наверное, уже все самоистребился, да он. Ага. Убогко, умоматься богко, куда. Еще масон. Со убогко масон. Хочу поддерживать Израиль, если что, чеченец. Помни, кому ты подражаешь. Ну и боа. Говорю, вот хуэр. Заложь. Заложь тебе. За провокацию, за пропаганду, Дион. Алейкум. Добрый Чингат. Сегодня тапочет вообще не смекшен. Борж 777 заблокировал. Борж, хома усат модер. Говорит, суни снехус. Борж, легус, огонь, аяш. Шаша, это. Да, борт контролировать торгатинг. Американцы свободные люди, они в нас быстро поймут. Думаю, да. Алейкум ассалам, Амед. Солнце, если у Аяда и Дига по возвращению нашей земель. Так, друзья, мы уже 2 часа 20 минут в эфире. Я, наверное, завершу на этом стрим. Завтра, ну, следите за новостями. Завтра, скорее всего, может быть, если я договорюсь, будет стрим на русском, может быть. Может, завтра на чеченском, послезавтра на русском. Посмотрим.
Вот так и будем двигаться, Дион. Завтра жду вас. Если вы хотите реально задать вопросы с настоящей чеченской властью, не фейковой, не имитацией, а реальным человеком, который стоял у истоков нашего государства и до сих пор стоит принципиально на позиции суверенитета и независимости нашего народа и государства. На этом я свой стрим заканчиваю, друзья. Спасибо, что смотрите, спасибо, что поддерживаете. Завтра жду вас. Завтра жду вас в 8 часов по Берлину у себя на канале. Слава Украине! Все будет Ичкерия. Господи, благослови Америку. Hadi köl büz diye kalıyor maş o her şeye